«Северный путь добра» – всероссийский проект, в котором посчастливилось принять участие 5 семьям из Якутии, а все благодаря волшебному сотрудничеству между благотворительным фондом «Харасхал» и открытым акционерным обществом «Дед Мороз». Большую помощь со своей стороны оказала окружная администрация города Якутска, обеспечив проезд семьям в Великий Устюг. Участники проекта – семьи, которые уже на протяжении года находятся на сопровождении у фонда «Харасхал», посещают различные семинары, мастер-классы, принимают активное участие во всех конкурсах. И данная поездка в Великий Устюг была определенным этапом как для детей, так и для их родителей. У нас давно работает семейная интегрированная школа «Ласточка». И в рамках вот этой школы мы придумали новый проект, и его решили провести на прямо базе вотчины Деда Мороза. Да? Почему именно выбрали это место? Потому что это сказка, во-первых, во-вторых, это чудо, в-третьих, это все-таки тот путь, который в пути всегда мы видим, насколько дети самостоятельные, не самостоятельные, насколько вот это преодоление всего этого дальнего пути, так скажем, где родители видят детей совсем другими глазами. И то, что группа едет, да, это, конечно, взаимоподдержка, это еще они учатся друг у друга, родители, они видят другой опыт общения со своими детьми, они видят опыт такой, который, может быть, для них может быть уникальный, да, может, они даже не предполагали, что так можно сделать. Семьи не только получили уникальную возможность лично познакомиться с главным волшебником страны Дедом Морозом, но и окунуться в волшебную сказку Великого Устюга. Олеся и Даниил Кондратьевы на поступившее предложение поехать в такой дальний путь дали сразу положительный ответ и сейчас с удовольствием вспоминает время, проведенное в Великом Устюге. У нас было прям, неужто такое возможно, что мы можем туда поехать, в сказку. Очень такие хорошие впечатления, даже не верилось, что мы туда поедем. Такая возможность, во-первых, не каждому дается, и потом для таких детей, как Данил, это очень важно. Новые впечатления, новые эмоции, это очень хорошо вообще влияет на его развитие. И встретили нас там очень хорошо, и сам перелет, вообще настолько комфортно это все было, и поезд очень комфортный, очень понравилось нам. Все быстро, все организовано, везде нас встретили, везде проводили, все показали. Поэтому очень хорошо. Особенно мне понравились мастер-классы. Вот мастер-класс по изготовлению кукол. Вот это древние русские куклы. Вообще историю этих кукол нам рассказали. Дети сами сделали куклы, мы тоже родители. Что они означали. Как бы очень познавательный такой мастер-класс. Ну и то, что дети сами это делали руками, как бы потом мы с этой куклой неделю не расставались. Вот. Рисование на песке тоже очень хорошее, тоже понравилось детям. Вот мастер-классы, да, они нужны каждый день еще. Как никогда стихи рассказывал, хотя для него это как бы особо не будет рассказывать, если ему не надо. Фонду «Харасхала» хочу сказать огромное спасибо. Побольше им таких проектов, хорошего финансирования. И это действительно те люди, которые делают для нас то, чего нам нужно. Семья Павловых дружит с благотворительным фондом «Харасхал» с 2014 года. Поездка колоссально повлияла на сынишку Демира. Это наша давняя мечта поехать в Устюг. И эта мечта осуществилась. Повидаться с Дедом Морозом, лично познакомиться. С Якутска 25 часов до Устюга. И мы с этим справились. Город маленький, но очень красивый. И ребенку понравилось мастер-класс по рисованию с песком. Это очень понравилось. Мой ребенок стал говорить с фразами. Раньше такого не было. Вот. И это как бы волшебство существует. В Устюге становишься сама как ребенок. Вместе играли, мамы с детьми. Там тропа сказок, и в тропе все задавали
песенку пели, танцевали все, ну, как в сказке. Фонду большая благодарность за эту сказку. И благодаря им мой ребенок не сидит дома, ходит на кружки бесплатные, на концерты, на всякие мероприятия. Но психологически помогает родителям. Еще большая благодарность Татьяне Васильевне. Вот. Она с родителями очень хорошо работает. И Юлии Андросовой тоже большое спасибо. Юля всегда поддерживает и подсказывает, куда идти, как ребенком работать. Она очень хороший человек. Мы достигли нашей цели, достигли того, что мы какую цель ставили, чтобы родители приобрели уверенность и стали доверять своим детям. Вот этого мы достигли. И мы видим такие результаты, про которые родители потом еще будут говорить, и видеть эти свои результаты. Вот самое главное, мы их мотивировали на то, чтобы не сидеть дома с ребенком, а можно делать реабилитацию и дома, встречаясь с людьми, например, находить какие-то мастер-классы, не обязательно в медицинском учреждении получать реабилитацию, а можно просто вот так выйти, и все готовы оказать такую, как скажем, помощь, да. Очень трудно было в начале, но итог вот этих дней поездки, да, он настолько и меня саму удивило, так я, можно даже сказать, так, я не ожидала таких результатов, которые мы получили. Да? Но я очень довольна результатом. Это благодаря родителям самим, благодаря их желанию, благодаря их напору, благодаря их открытости. Да? Поэтому мы получили такие результаты. Чудеса случаются. Главное – верить в себя и в своих близких. Тогда, несомненно, исполняются все ваши мечты и осуществляются поставленные цели. И еще раз благодарим за поддержку в реализации проекта «Северный путь добра» окружную администрацию города Якутска. Вы помогли поверить семьям в сказку. Все мы знаем, имея ребенка с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, родителям приходится много работать не только со своим ребенком, но и с самим собой. Все это необходимо для того, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем и легко мог адаптироваться в той или иной среде. Чтобы таких проблем не возникало, в Якутии работают специальные центры для родителей и их детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. Один из таких центров располагается в поселке Итыкёль Татинского района. Основные направления деятельности центра «Тускул» – это работа с детьми с особенностями развития и их родителями в форме занятий, которые проходят 2 раза в неделю. С ними работают квалифицированные специалисты – логопед, дефлектолог, социальный педагог и психолог, которые проводят различные мероприятия, направленные на сплочение семьи, чтобы каждый член семьи научился взаимодействовать друг с другом. Понимание именно своих и принятие своих детей идет после очень долго, да. И очень огромную помощь нам оказывала Татьяна Васильевна, которую мы организовали в 2015 году осенью, семинар именно для родителей. Когда они услышали об этом, у них вообще взгляд совсем изменился. И отношение к своим детям изменилось, и они очень стараются. Наши родители стали вообще не пропускать, что означает этот именно повседневно и регулярно заниматься ребенком, что дает, они уже понимают. Каждую пятницу в центре Тускул Татинского района проходят бесплатные индивидуальные консультации для родителей и их детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Всю необходимую информацию вы можете узнать по телефону 8 411 52 41 6 68. Спорт – это важнейшая активность, которая помогает детям развиваться физически и психологически, тренировать выносливость, упорство и силу. Кроме того, спорт помогает социализации ребят с инвалидностью. Тренируясь и играя вместе, дети с инвалидностью и без учатся дружить, поддерживать друг друга, и границы, выдуманные обществом, стираются. Они становятся равными.
Региональная общественная организация «Перспектива» совместно с компанией «Мегафон» запустили совместный проект «Спорт вместе по-настоящему», в котором принимают участие 5 регионов Российской Федерации: Московская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Саха-Якутия. В нашем регионе куратором проекта является благотворительный фонд «Харысхал». В Якутске проект реализуется на базе среднеобщеобразовательных школ номер 18 и 35, детско-юношеской спортивной школы номер 2, в Саха-политехническом лицее и Кангаласской школе. Всего проектом охвачено 175 школьников, из которых 94 с ограниченными возможностями здоровья. Цель проекта «Спорт вместе по-настоящему» – социализация детей и подростков с инвалидностью через их участие в инклюзивных спортивных событиях вместе со сверстниками без инвалидности. Перед стартом проекта «Спорт вместе по-настоящему» в городе Якутске было проведено специальное обучение преподавателей школ, вошедших в проект. В рамках проекта проводятся регулярные спортивные занятия, уроки физической активности для детей с инвалидностью и их сверстников без инвалидности. Организуются дни параспорта, участниками которых становятся учащиеся школ Якутска. Главная особенность мероприятия – ученики знакомятся со спортсменами и чемпионами паралимпийского спорта, а также у школьников есть уникальная возможность принять участие в мастер-классе по адаптивному виду спорта и попробовать в нем свои силы. Всего днями параспорта охвачено 326 школьника, из которых 64 школьника с ограниченными возможностями здоровья. В июле на базе детского оздоровительного лагеря «Лингва», расположенного в Намском Улусе, было проведено 2 сезона республиканского инклюзивного спортивного лагеря «Спорт вместе по-настоящему». В программе лагеря были включены не только спортивные, но и культурные мероприятия. Организаторы лагеря постарались показать ребятам различные виды паралимпийского спорта. Провели встречи с именитыми спортсменами Якутии. Был организован выезд в спортивный комплекс Намского Улуса, многочисленные игры и соревнования. Общий охват – 72 ребенка, в том числе 44 ребенка с инвалидностью. На данный момент всероссийским проектом «Спорт вместе по-настоящему» в городе Якутске охвачено 571 школьник, из которых 202 школьника с ограниченными возможностями здоровья.